Влюбленные в искусство дети и взрослые. В Русском драматическом театре «Чебоксар» прошел первый республиканский конкурс мелодекламации «Читаем и играем». На большой сцене прозвучали произведения русской, советской и чувашской литературы. Главная цель участников – гармонично совместить в выступлении музыку и стихи. Почему мелодекламацию сравнивают с пением без соблюдения тональности, но с соблюдением ритма, расскажет Екатерина Никитко. Ожил темный лес, зеленый покрывается листвой, степь вдали зазеленела и гордится красотой. Почувствовать музыку, попасть в ритм. Петь здесь не нужно. Прожить. Вот главная задача участников. Здесь очень важно быть очень искренним, очень правдивым и органичным в своем исполнении. И именно этим этот жанр и сложен. И то, что это делают молодые люди, это заслуживает глубочайшего уважения. Просто подобрать музыкальное сопровождение к тексту здесь не получится. Участникам нужно создать гармонию на сцене. А вот получается это или нет, решает профессиональное жюри, куда входят народные артисты Чувашии, актеры Русского драматического театра и заслуженные работники культуры. Вот это чувство ансамбля и чувство взаимопроникновения во время исполнения номера, это очень важно. Это очень сложно сделать и еще сложнее оценить. На сцене конкурса минимум 2 творца. Один читает, другой аккомпанирует. У каждого свой стиль, настроение и характер. Важно найти свое и сплести это воедино. Мое стихотворение под музыку «Вальс Свиридова», а стих сам называется «Вальс Лебедева-Кумача». Оно очень легкое и невесомое, как бы так сказать можно. Мне кажется, мне подходит оно. Слияние слова и звука, взаимопроникновение музыки и речи. С этой целью вторая Чебоксарская школа искусств, организаторы конкурса, планировали мероприятие. Участникам удалось воплотить желаемое в жизнь. Екатерина Никитко, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика.